2019 году при рассмотрении в Ленинском районном суде действия судебного исполнителя по продаже квартиры в пользу Ниязбекова, а также в пользу Гавриловой, Скачковой и других лиц, Ниязбекову стало известно, что договор дарения на квартиру расторгнут между моей покойной матерью, которую, можно сказать, он довел до могилы, и мною, как одаряемым. И, соответственно, его иск есть, а обеспечения иска уже нет. Хотя он ко мне применил все превентивные меры. Мне четырежды Гаврилова Дарья Сергеевна, моя бывшая жена, они инициировали мне 4 сторожевых карточки поставить на границе. Это грубое нарушение конституционных прав на передвижение. Как известно, это право, после права на жизнь идет право на свободное передвижение. Человеку хватает одной карточки. Но они мне поставили 4 карточки на погранслужбу ГКНБ. 15 арестов на мою квартиру в кадастр, чтобы я ее не переоформил. Я и не собирался ее переоформлять и им отдавать тоже. И когда им стало известно, то они подали 3 апелляционных жалобы. Скачкова, Гаврилова, то есть которые проходят по уголовному делу, которые расследуют, и Ниязбеков. Все 3 апелляционные жалобы писал Ашимбаев Эркин Уразбакович, потому что ни у Ниязбекова бы на тот момент, даже при наличии диплома юриста, ни у этих 2 мошенниц не хватило бы юридического образования так писать апелляционную жалобу. Они все были написаны под копирку, запятая в запятую. Чуть-чуть там только было изменение в части якобы нарушенного материального права. Ниязбеков находит, как всегда, умеет находить связи во всех организациях. И из предоставленного мною документа следует, что на тот момент система автоматического распределения дел не работала в судах, ни в Верховном, ни в городском суде. И, как известно, председатели и зампредседатели отписывали заинтересованным судьям. И в данный момент судьей-докладчиком по их инициативе выступает Джейнбекова Мира Бабырбековна, сестра того самого известного Равшана Джейнбекова, который проходит по Койташу. Сама Джейнбекова нынче является подсудимой у Ташиева по факту незаконного обогащения. 74 квартиры Ташиев доказал, не считая земельных участков и парковочных мест. Принимает к производству данные материалы и назначает судебное заседание по заявлению этих 3 так называемых апелляторов, обратившихся в суд за судебной защитой. Над Ниязбековым все смеялись. На тот момент он восстановился в звании полковника, но пишет в отношении гражданского лица меня Гаврилова заявление в суд, поскольку сам вопрос был не способен решить никаким образом или не хотел. Далее, 14 февраля, на День влюбленных 2020 года, перед пандемией, Ниязбеков обращается с заявлением в Бишкекский городской суд на имя судебной коллегии по гражданским делам и просит отозвать свою апелляционную жалобу по следующим 2 мотивам. Документы я предоставил, подписанные им, что он не является участником договора дарения и им пропущен процессуальный срок на подачу жалобы. То решение, которое вынесла судья Сейдахматова в Ленинском районном суде, прошло 3 года, а, как известно, дается месяц. Но судья Джейнбекова, будучи заинтересованным лицом, юристы оценили вынесение данного решения минимум как $10 000 США, что она получила взятку. Это вот очередное доказательство Ташиева. Просите факты, пожалуйста. А будете ли вы их расследовать? Приняла к производству. Ниязбеков отказался. Но 7 сентября 2020 года, уже после окончания пандемии, когда он пока еще возглавлял 7-е главное управление МВД, она вынесла судебный акт в его же пользу, хотя человек отказался от своих исковых требований, потому что моя покойная мать за день до его подачи его заявления переоформила на его телохранителя Нияза Курманкулова, чемпиона Кыргызстана по кокбыру, по кыргыз-курёшу, который сейчас является его главным телохранителем, уроженец Таласской области, свой земельный участок, который ей принадлежал на праве частной собственности в селе Каравой Долинка. А также передала 1 машину свою в счет погашения моих долгов, и тем самым наши долговые отношения с Ниязбековым были урегулированы, иначе он бы никогда в жизни не забрал бы свое заявление суда и до последнего, и мою квартиру вместе со всей бытовой техникой дальше реализовывал бы и получал свои денежные средства. Вот таким образом Мира Джейнбекова, будучи уроженкой Карабулинского района Таласской области, вынесла решение даже в пользу лица, которое отказалось от своих исковых требований. Ниязбеков
С ним расчет был произведен адекватный. И я думаю, что он не пожалел, поскольку участок он был под зеленой книгой. На момент получения действовал мораторий, введенный предыдущим президентом Атамбаевым. А с приходом Садыра Джапарова, ну, как потом впоследствии стало родственника Ниязбекова, им была проведена, по-моему, или в канун выборов президента, или после выборов земельная реформа, и данный мораторий был снят. И получается, что телохранитель Улана Ниязбекова стал владельцем целого гектара земли на Иссыкуле, что позволило им получить уже Красную книгу. Соответственно, стоимость этого участка возросла в разы. В настоящий момент данный участок принадлежит дяде Улана Ниязбекова Мырсалиеву Абдумалику, хозяину нефтяной компании и шикарных особняков. Но мы как с ним договаривались, как моя мать покойная дала слово, я дал, мы эту сделку не стали отменять в судах никаким образом. Ниязбеков отказался от суммы, которую ему взыскали суды всех инстанций, районный, городской и Верховный суд в размере 1 484 366 сомов. Он от этой суммы отказался, но, будучи должностным лицом, он отказался оформлять наше имущество уже на себя, чтобы у него дальнейших следов не было, потому что не был уверен, что произойдет такая быстрая смена власти и у него произойдет такой резкий карьерный рост, поэтому они составили договор, мы подписали, и они на своего доверенного лицо данные оформили. На сегодняшний день я вступаю в наследное дело, как известно, после смерти родителей дети вступают. И сейчас возникает очень интересный юридический казус, что когда мы машину продали, мать когда переоформила договор купли-продажи в ГП УНА, который потом также возглавлял Ниязбеков, арестов на этой машине, штрафов не было. Но со временем система «Безопасный город», она работает с опозданием, начислила моей матери на 22 тысячи сомов штрафов. Мы машину продали чистую, иначе бы, если бы на ней был один штраф, ее бы никто никогда ни в каких условиях не переоформил бы охраннику Ниязбекова. И вот сейчас преступление наследное дело, машина уже передана, переоформлена. Самое интересное, вот как ГП УНА вошло в состав МВД, получается, оно стало полностью подчиняться Ниязбекову Улану, правильно? И в нем начали происходить интересные вещи. Вот наша машина, например, на том же номере до сих пор по базе идет судебных исполнителей при Верховном суде по базе ГАИ, но по Корчеку автомашина Honda Stream с номером 01 KG 788 ADT никаким образом не числится, а штрафы есть. И ГАИ сейчас, боясь своего прямого начальника, с сентября я подал заявление, не могут обнулить, списать эти штрафы, не могут установить эту машину, хотя она стоит на стоянке центрального аппарата МВД, передвигается по городу под этим номером, и никакие меры не принимают. И в наследство меня не вступают, держат аресты и не погашают, получается. Также хочу сказать, что по ГП УНА очень много интересных вопросов есть. Вот мы сейчас опубликовали машину, которой владеет друг Ниязбекова, начальник главного управления ГКНБ по городу Бишкек Салмурбек Джамубеков. Оперативный номер сняли общественные активисты 5413 ББ. По базе Корчека ее нету, нисколько штрафов, потому что она числится номер за ГКНБ, и любые правонарушения, которые сделают, невозможно установить, соответственно, оплату штрафа. Вот этой статьи 33 Конституции, которая гласит право на получение, владение, хранение и распространение информации всеми гражданами Кыргызской Республики, я обратился в судебный департамент при Верховном суде на основании этой статьи и попросил мне предоставить данные по другу, односельчанину, однокласснику, земляку, родственнику Ниязбекову, гражданину Ашаркулу Лоукинджибеку, который завладел нашей квартирой, несмотря на то, что договор дарения был расторгнут, сколько раз он участвовал, принимал участие на торгах, вообще на торгах, и что он выиграл, по каким ценам он приобрел у граждан Кыргызской Республики, на что поступил ответ, я вам его предоставил за подписью заместителя председателя судебного департамента, где дается только информация по моей квартире, что Ашаркул Улу я купил за 1 890 000 сомов. Смешно. Трехкомнатную квартиру в центре города за 20 000 долларов, при том, что была приобщена на тот момент оценка, превышающая 6 миллионов сомов, а в настоящий момент она уже приблизилась к 8 миллионам сомов. За такие деньги нельзя купить даже малосемейную квартиру в общежитии. Все это признают, смеются, но в связи с тем, что он, как я озвучил ранее, является родственником, он так себя позиционирует, то
можно поверить ситуации, что действительно за ним стоит Ниязбеков, поскольку уголовное дело в отношении Ашуркулу не расследуется никоим образом и не направляется в суд для защиты. К тому же могу отметить, что данный гражданин замешан по другому уголовному делу и по еще отъему частного дома у семьи Омурзаковых. Это было в этом году в конце июля. Значит, женщину бедную с мужем, с 5 детьми данный человек выселил на улицу, выгнал. Сегодня пришли выселять нашу семью. Дома я с 5 детьми, осталась совсем на улице. Ситуацию мою, наверное, вы помните. Фактическая стоимость этого дома 5 миллионов, но судоисполнители почему-то продали его за 1 087 000. Во-первых, меня оставили без дома, и во-вторых, почему тогда мы еще должны банку, Халык банк оставил моего мужа без работы, несмотря на то, что у него 5 детей и кредит, плюс они продали этот дом, я осталась без дома с 5 детьми на улице. Без ведома, мы не знали, это все сделано умышленно. Вчера был такой случай, что этот дом оформлен на Ашуркулу Кенжебека, но по какой-то причине он вдруг оказался переоформлен на другого человека, на Гульмиру Папанову. За ночь они переоформили опять этот дом, опять на Кенжебекулу. Он адвокат. Забрал их дом в Акурго. Документы я вам предоставил. Что также он купил эту квартиру в их дом в ПССИ Ленинского района города Бишкек, тоже в той же самой скандальной организации, по которой и реализовала мою квартиру, за 1 087 000 сомов. Хотя на сегодняшний день стоимость данного дома, она варьируется примерно 5 миллионов сомов. И когда после скандальной вот этой публикации, которая вышла в «Кактус Медиа», которую Ниязбеков никак зачистить не может, мы выехали на место. Я нашел этих людей, мы совместно Ташиеву подавали заявление, но Ташиев почему-то его не рассматривает, направил в УВД Ленинского района необъективно. Ну как они могут рассматривать в отношении друга Ниязбекова объективно расследовать вот этот факт мошенничества, да, и легализации имущества полученным путем, то при обходе этой улицы, где вот это все свершилось, мы увидели продающийся голый участок в Акурго, такой же аналогичный, как у этой семьи, которые остались без крыши над головой. Мы позвонили по номеру, который был указан, нам сказали, участок 5 соток, стоимость его просим, если в американских долларах вы будете рассчитываться, то 25 000 долларов США, если по курсу в сомах, то это будет 2 200 000. Просто голый, неогороженный участок, где стоят просто трава, 3 камня и рядом проходящая газовая труба для возможности подключения. Мы с ним договорились, что я вот предоставляю вот это, то, что у нас осталось, последнее имущество, и он выходит из преступного сговора на продажу моей квартиры. То есть мать ему честно переоформила. Хочу также отметить, что он получил, значит, в феврале 2020 года, как видно, предоставленного ответа судебного департамента. 1 марта он обращается в 2020 году в судебный департамент, чтобы его исполнительные листы ему возвратили без исполнения, без продажи нашего имущества, нашей квартиры, по которой сейчас ведется данный репортаж. Судебный исполнитель снял своим постановлением 2 ареста, но самый интересный момент. Я считаю, что у Ниязбекова ко мне осталась личная неприязнь, какие-то счеты, когда его ранее привлекала антикоррупционная служба ГКНБ, Генеральная прокуратура. Ну, все знают характер Ниязбекова. Не знаю, может, он только Садыр Нургожевичу нравится как сват, а в МВД все прекрасно знают. И особым успехом и уважением Ниязбеков не обладает. Значит, получается, деньги он получил, арест квартиры снял, а, как я опубликовал на своей странице, ограничения на выезд Ниязбеков не стал снимать с меня. А это грубое нарушение конституционных прав. В законе о статусе судебного исполнителя и судебном департаменте четко указывается, что после расчета взыскателя с должником в течение суток все примененные превентивные меры, они полностью отменяются. Я вам так скажу. Суток написано в законе, да, но Генеральная прокуратура она не смотрит. Ниязбеков 30 июня этого года собственноручно подал заявление, и то, поскольку мои адвокаты к нему неоднократно ходили в МВД, он подал заявление в ПССИ Ленинского района, чтобы все превентивные меры были отменены. Самое интересное, судебный исполнитель
главного милиционера страны послала на 3 буквы в МВД, чтобы он не мешал работу. И есть документ, в котором она говорит, исполнительный лист возвращен взыскателю Ниязбекову, милиционера главного, с гражданского лица, а превентивные меры сниматься не будут, потому что он является неисполненным. И только после вмешательства администрации президента, генерала Ташиева, генерала Зулушева, председателя Верховного суда 10 октября этого года по заявлению Ниязбекова через 3 месяца судебный исполнитель наконец-то эту меру с меня отменил, но при этом еще по одному делу, там, тоже с его участием, и вот этих подельниц егошних, которых я обозначил, до сих пор осталась одна и сторожевая карточка, и они до сих пор ограничивают мой выезд из Кыргызстана к моим родственникам, которые живут на территории Российской Федерации, Украины, мешают моей работе, удерживая данный арест. Но сейчас оно находится в производстве административного суда города Бишкек. Я думаю, что судья вынесет справедливое правосудное решение, и, соответственно, данная мера будет в отношении меня уже отменена. Все, хватит. 10 лет вы меня, генерал Ниязбеков, довели до сахарного диабета. Это видно по мне. Вы меня полностью перевели на инсулин, а там сами спокойно живете в шикарных особняках. И вот эти ваши подельницы, которые по уголовному делу, и которых судья Каримбаева привлекла на дальнейший отъем уже отнятого имущества, спокойно раскатывают по Европам, по Россиям. При этом ваши следователи не хотят принимать никаких мер, не задерживают, не допрашивают, не ведут следственных действий. Где объективность? Я считаю, что после указанных фактов по тем, какие вы вели по политическим делам, ваше ГСУ вело, благо блогера оправдал Первомайский суд. Вот наши 2 дела, где ваш одноклассник завладел имуществом 2 семей и прочие моменты, я считаю, что следственную службу нужно из состава МВД вывести и расформировать вообще, создать ее отдельным следственным комитетом, поскольку вы не справляетесь как главный милиционер страны со своей следственной службой. Я в этом году к вам 3 обращался с заявлением, вы поставили ваш контроль, но начальник ГСУ МВД, начальник контрольно-методического отдела вас полностью игнорируют. Они вас уважают только на построении, давая вам честь. Никаких мер не принимают. Оперативно-следственные группы не были созданы. Когда вам надо, вы за сутки расследуете, кого надо, вы в тюрьму отправите, кого надо, вы депортируете. А в моем случае вы не хотите ничего делать, даже ваше главное следственное управление МВД не в состоянии предоставить ответ согласно поданного заявления и вашего контроля. Ну, я не знаю. Я думаю, что согласно УПК они могут все Уголовно-процессуального кодекса, поскольку у нас только работают нужные статьи, заказные. От Ниязбекова можно ожидать все. Я уже говорил, что он инициировал уголовное дело, которое уже срок давности истек. Но если я вам скажу, что я обратился в его ведомство, а именно Главное управление информационных технологий, то там висит, что 248-я форма до сих пор заполнена. Что я, как Гаврилов Алексей, я привлечен к уголовной ответственности, хотя у меня судимость погашена. И сколько раз я не подавал заявление на пересмотр в Верховный суд, а, как известно, на реабилитацию нету срока давности у человека по новым обстоятельствам, то там сидит подруга Ниязбекова, я вам показал, где она написала заявление о самоотводе, а такой в Верховном суде это редкость. На самоотводе Гильзидинова Инара Ильгизовна, знаменитая судья, которая судила Сапара Исакова с Отецка. В кодексе у нас четко написано недопустимость повторного участия судьи. А у меня, благодаря связям Ниязбекова, связям Гильзидинова в Верховном суде, одна и та же коллегия. Качике Синканов, я буду, наверное, писать вопрос, что у нас кроме группы семейных врачей, наверное, уже появились группы семейных судей. Как поступает заявление, сразу одна и та же коллегия принимает своему производству и выносит необъективное решение. Притом еще есть другое понятие – недопустимость повторного участия прокурора. Но если взять судебные акты, генерал Ташиев, вы просите коррупцию в Верховном суде, истребуйте мое дело, изучите и возбудите дело в отношении этих судей за вынесение неправосудных решений, за злоупотребление, узнайте, Ниязбеков их закоррумпировал или их чем-то пугает, что они выносят неправосудные решения. Статьи нету. В 2019 году со вступлением новых кодексов, вот вы сейчас мне говорите, да,
Даже без меня, при участии моего первого адвоката Цоя, судебная коллегия Бишкекского горсуда полностью реабилитировала, статью из кодекса исключила. Но когда это стало известно Ниязбекову, и они стали обжаловать, как 3 акулы Цискачковой и Гавриловой, договор дарения, то, соответственно, они подали жалобу в Верховный суд Кыргызской Республики без восстановления пропущенного срока. И Верховный суд отменил решение горсуда по декриминализации, статьи нету, а наказание мне вернули. Как так? И поэтому, сейчас на ваш вопрос я говорю, они могут применить все, что им захотят. Благо, я вам сразу скажу, все документы находятся в надежном месте в Европе, часть на Лубянке, ФСБ, как гарантия моей безопасности. А в чем они меня завтра обвинят, это я не знаю. Они даже могут меня обвинить в том, что как потерпевший я не дал неправильные показания, а говорил подозреваемых. От Ниязбекова все можно ждать. Но, учитывая то, что меня поддерживает сейчас большая часть адвокатов Кыргызской Республики, знают нашу с ним судебную тяжбу и видят, как Ниязбеков формирует дела в своем ГСУ, я могу с уверенностью сказать, что очень большая часть адвокатов станет на мою защиту, причем абсолютно бесплатно, потому что такой правовой беспредел, который осуществляет Ниязбеков, уже ему все, больше дороги не должно быть, уже с этим надо прекращать, если президент не хочет видеть факты. Я, кстати, по данному поводу был в Совбезе в этом году у генерала Иманкулова, который предложил мне устроить личную встречу с президентом по данному факту. Но я был вынужден генералу Иманкулову отказать, потому что в данной ситуации с Ниязбековым, с Садыром Нургужоевичем, его не хватит политической воли разобраться так же, как у Акылбека Усимбековича. У Акылбека Усимбековича Рахат Джапаров, между прочим, друг Ниязбекова, который возглавляет все наши тюрьмы. Он после того, как Ниязбеков был уволен по собственному желанию, он возглавлял ФХУ МВД и проводил тендера по всем тем схемам, которые осуществлялись Ниязбековым. Поэтому я не знаю, что будет со мной завтра. Я уповаю, матери у меня нету, отец давно скончался, я уповаю только на волю Всевышнего, что он не допустит дальнейшего юридического беспредела в отношении меня, и что генерал Ташиев все-таки сможет принять волевое решение и, как выражается, любым способом возвратит мне единственное мое жилье, которое наша семья нажила, то есть квартиру по адресу Металиева, а вот этот егошний одноклассник Ниязбекова вместе со всеми схемой судебных исполнителей, судей, прокуроров будут наказаны по всей строгости закона. Возле меня постоянно формировались какие-то уголовные дела. Это любимый способ Ниязбекова. Я пояснил, что Кашкар Астаханович на меня хотел возбудить дело. Я тогда сказал уроженцу Таласской области, начальнику ГСУ МВД Металиеву Таланту Джалигеровичу, говорю, у вас что, Ниязбеков с Джунушалиевым, главным следственным управлением МВД создали главное управление коллекторских услуг? То, что подлежит гражданскому разбирательству, вы переводите в уголовную плоскость. Уголовное вы, наоборот, там, административную переводите или гражданское. Неоднократно в отношении меня фальсифицировались. Очень много заявлений было. Очень много. Например, сейчас проходит по делу Кемпирабада бывшая судья Верховного суда, Конституционного суда Клара Сунанколова. Она изучала те самые экспертизы из моего дела, которые делались в бытность Бегиерова, уроженца Таласской области, по просьбе Ниязбекова. Такие материалы в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы бесплатно не делаются, это однозначно. А по факту коррупции нету срока давности. Она в этом деле нашла очень много нестыковок, которые подлежат прекращению и уголовного дела, и всего производства с меня. Но Ниязбекову невыгодно. По сей день ему выгодно держать 248-ю форму и где-то спровоцировать любой конфликт, чтобы создать мне рецидив и все-таки свою десятилетнюю мечту, которая у него 10 лет назад возникла, водворить меня в СИЗО номер 1, а потом отправить в исправительную колонию. Генерал Ниязбеков, не получится. Я еще дальше скажу. Вы посмотрите, пожалуйста, я готов предоставить фотографию, я предоставлю, можете запросить в этом. Кстати, по нему информация есть. Следователь, который проводил обыск у судьи, он является следователем Следственного управления ГУВД города Бишкек. На момент Кемпирабадского дела они собрали оперативно-следственную группу откуда из города Бишкек, с Чуйской области, более опытных следователей, звание подполковника милиции.
Значит, этот следователь вел, кстати, наше уголовное дело по факту мошенничества тоже. Фамилию я вам отдельно дам вместе с его постановлением. Значит, судебно-психиатрическую экспертизу в отношении генерала Ниязбекова он отказался проводить. Все мои ходатайства он полностью отклонил. И я считаю, что просто, я не знаю, может быть, Сурункулова Клара, она, конечно, молчит, но когда было видео, и именно он проводил у нее обыск, я считаю, что сразу изменилось материальное положение данного следователя. На сегодняшний день он катается, ездит на работу в ГУВД города Бишкек на очень дорогостоящей иномарке с очень дорогостоящим номером, который продается на аукционе минимум 80 тысяч сомов и превышает его заработную плату. При этом служба внутренних расследований, а она подчиняется именно только министру, никаким его заместителям, она не расследует данный факт, они его даже в упор не видят, что следователь ездит на машине за 20 тысяч долларов США после Клары Сурункуловой. Дальше могу сказать, что Ниязбеков создал несуществующую должность. Это можно открыто увидеть. Хорошо, что это он еще не засекретил. На сайте МВД Кыргызской Республики. Там появился его друг, его тезка, генерал, которому в прошлом году под Новый год подарком присвоили звание. Генерал Ниязбеков Сюинбек, бывший оперуполномоченный службы внутренних расследований, причем не отличившийся какими-то особенными результатами в борьбе с милиционерами. У этого заместителя министра, пятого по счету Ниязбекова, у него двойная должность. Заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики, и через тире идет начальник Главного управления информационных технологий, который не регистрирует до сих пор все решения суда, которые по мне вышли. Городского, Верховного, районного, а до сих пор держит форму 248 заполненной. Вот так Ниязбеков для своего друга создал новую должность и присвоил звание генерала, написав представление своему родственнику Садыру Нургожевичу Чапарову на Новый год в прошлом году. Качкова, вот сейчас самый интересный вопрос, что она поимела, в чем был ее мотив. Скачкова Марина Константиновна, по моей информации, до 2013 года работала в различных коммерческих банках Кыргызской Республики. Гражданка 65 года рождения, пенсионного возраста на сегодняшний день, которую не может установить весь ГКНБ и целая милиция под управлением Ниязбекова. Самый интерес, она выкупила долг своей подруги Гавриловой в Оптима-банке за 1 300 чем-то тысяч сомов 21 декабря 2016 года. Сделку цессии зарегистрировал частный нотариус Дубулбекова. Когда я написал свои комментарии в сети Facebook, что Дубулбекову надо запрашивать, ГКНБ, Дубулбекова на меня вышла. Пожалуйста, не надо. Я сказал, закон суров, но он закон. И, наконец-то, вчера на оперативном совещании в прокуратуре города Бишкек заместитель начальника по следственной работе следственной службы УВД Ленинского района доложила, что данный нотариус была наконец-то допрошена. Почему сделка, переуступка долга произошла без меня. Да, в законе четко написано, не требуется согласие должника, но я же не должник по данному делу, я потерпевший. И никто меня не спросил, зарегистрировали. Самое интересное, после того, как Скачкова возобновила исполнительное производство, она написала заявление вместе со своей подельницей, должницей Гавриловой, ПССИ Ленинского района, о продаже моей квартиры. И самое интересное, вот в чем мотив. Ей выплатили ту сумму, которую Скачкова вложила в 2016 году в выкуп долга Гавриловой у Оптима-банка. Ничего она не заработала. Но, как известно, большинство граждан Кыргызской Республики, несмотря на постановление правительства, хранит свои денежные средства в долларах США, потому что наш сом имеет свойство обесцениваться, а в долларах как бы надежней. То если считать прибыль Скачковой, она ушла где-то примерно минус 9 тысяч долларов США по курсу, ничего не заработав. Ее, значит, по поводу вашего вопроса, кто ее адвокат. Адвокатом Скачковой выступает гражданин Кыргызской Республики Ашимбаев Эркин Уразбаевич, который по сайту Минюста, хорошо, что хоть эту информацию генерал Ниязбеков не засекретил еще, не зашугал министра Аяза Баетова, который знает все законы, как говорит наш уважаемый президент, в 3 часа ночи разбудишь, лучше, чем Адумаров знает законы. Значит, по данным базы Минюста, у них имеется компания ОСО Legal Service, которая расположена в Ленинском районе в бизнес-центре по адресу города Бишкек, улица Киевская, 195.
Учредителем данного ОСО, который предоставляет гражданам юридические услуги, является Ашимбаев Разак Уразбекович, родной брат человека, который замешан в рейдерском захвате и который сейчас защищает в судах и на следствии защищает Скачкову Марину Константиновну, в отношении которой возбуждено дело по факту мошенничества, осуществленное группой лиц в особо крупном размере. Например, следователь Ленинского района Медисова. Она говорит, да, мы знаем, что Скачкова находится в Москве, что она на территории Москвы выписала Ашимбаеву представляет доверенность как в МВД, ГКНБ, в прокуратуре, так и во всех судах. Мы знаем, когда она приедет, но при этом ведомство Ниязбекова, видимо, забыло, что есть между нашими странами, ратифицированная парламентами, между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, Кишиневская конвенция о правовой помощи, в которой, если человек находится в розыске, то передается оперативно-следственное поручение в ту страну, где его местоположение установлено, и его экстрадируют для проведения всех следственных действий. До сих пор местоположение хоть и установлено, но следственные действия не проводятся. По данным средств массовой информации, Ашимбаев Разак являлся представителем правительства Кыргызской Республики в Международном третейском суде в 2018 году, когда Скачкова получила вот это необходимое ей решение. 14-го будут в суде в Ленинском. Кстати, приглашаю вас, приберите камеры, приходите. Процесс открытый, не засекреченный. Благо, гражданские процессы не могут судьи засекретить, пускай страна знает. Определение о назначении я вам предоставил, что Ниязбеков признан третьим лицом. Гаврилова моя бывшая супруга. Мы развелись с ней в 2016 году. Что я могу на сегодняшний день Ниязбекову дать? Он забрал самое ценное, мою мать. Забрал мою единственную квартиру. Бизнеса сейчас у меня нету, я работаю разнорабочим уже. У него осталось только одно – забрать мою жизнь. И все. И полностью меня уничтожить на планете Земля. А то, что я про него писал, изобличал, я вам показал сайт Вести KG. В 2016 году вышло 3 скандальных статьи. Моя регистрация о том, что он дальше продолжает свои противоправные действия. Вы знаете, что Генеральная прокуратура на тот момент сделала? Они мое заявление не стали у себя рассматривать, они направили участковому Первомайского района, чтобы он установил Ниязбекова и его допросил. Участковый обычно кто? Лейтенант. Даже до капитана не доходят. А Ниязбеков уволился в звании полковника милиции. И где объективность? Как лейтенант может допрашивать вышестоящего милиционера, который даже уволился по собственному приказу, по собственному желанию из органов внутренних дел? Ниязбеков мне в 2014 году прямо угрожал в кафе. Он прекрасно помнит, это после его увольнения, как я вам справку предоставил, службы собственной безопасности. Когда он в 2014 году уволился, он начал немножко пить, зашел в запой, расстроился, ему пить нельзя. И мы встретились с ним в кафе на Льва Толстого. Льва Толстого пересекает Бака. Там я сидел с одним сотрудником МВД и с одним врачом, который прооперировала мою мать, удалили желчный пузырь в качестве благодарности. Тут Ниязбеков зашел со своей свитой милиционеров и устроил драку. На следующий день, когда я обратился в службу собственной безопасности МВД, поскольку это было их полномочия, они зарегистрировали мое заявление, мы проехали в данное кафе, но самое интересное, что все видеозаписи наблюдения с данного кафе, они были уже уничтожены, как вещественные доказательства. А соответственно, без этих записей невозможно было полностью установить его вину, поскольку драка так сильно не получилась, нас разняли, но у него уже был тогда умысел, поскольку я его назвал терпилой, на простом языке терпилой. Над ним все смеялись. Полковник милиции обратился в суд. Поэтому я сказал, по гражданскому, ты потерпевший, ты терпила. Ты давно меня знаешь, не мог пригласить, как раньше, и решить со мной вопрос, а сейчас ты со мной судишься, арестовал все мои квартиры, все мои машины. Кстати, на очной ставке я говорил, что я ему передал свой джип за $50 000 США, да? То я задал вопрос тогда Гавриловой, говорю, вы в 2016 году они опять с Ниязбековым хотели инициировать в отношении меня уголовное разбирательство, даже мне статьи поставили, когда писали заявление, что я передал ему машину без ее согласия супруги, соответственно, это мошенничество и подделка документов.
На запрос ее адвоката ГП УНА ответил, что не предоставляется возможность представить документы, поскольку есть закон об архивном фонде и сроки хранения всех документов. И когда я задал вопрос, а почему вы на Ниязбекова не подали в суд, который получил мою машину, вы же знаете, раз я ему отдал, подарил и нет вашего согласия, почему вы не обращаетесь? Она ничего не ответила.